Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Римашевский, и сегодня у нас очередные новости про очередное нападение на конкурента Александра Лукашенко. Вы знаете, вчера начались обыски у членов инициативной группы, у знакомых, друзей Виктора Бабарыка. Это претендент, кандидат в президенты, человек, который уже сегодня, я лично уверен, набирает больше поддержки, чем действующий президент Александр Лукашенко. И действия, которые обрушились на команду Виктора Бабарыки, это, конечно, беспрецедентное политическое давление, потому что никто уже не верит материалам белорусского телевидения, я думаю, и официальным каналам, на которых просто начинается уже истерия. Истерия от страха, потому что все, что они могли сделать, это запретить независимые социологические исследования. Если вы увидите, сейчас запрещены даже голосования в интернете, чтобы рейтинговые голосования, потому что рейтинг Александра Лукашенко не поднимался выше 3%. Теперь уже не только Минск, но благодаря Тихановскому, благодаря команде людей, которые ездят по всей стране, собирают подписи за реально независимых кандидатов, вся Беларусь говорит: Александр Лукашенко, уходи. Я сегодня выступаю со словами поддержки Виктору Бабарыка, его команде. Этот человек достаточно достойно ответил. И знаете, многие говорят о том, что да, Виктор Бабарыка работает в Газпроме. Наши власти сейчас на него, в принципе, такая вот пропаганда действует о том, что, мол, они воровали, у них много денег. Давайте спросим, чьи машины Бентли ездят по городу Минску? Не детей или наших белорусских чиновников? Не приближенных ли к Александру Лукашенко? Чьи коттеджи на многие миллионы долларов стоят в Дроздах? Кому принадлежат наши фабрики и заводы? Давно уже Беларусь превратилась из страны для людей в страну для избранных. И этих избранных в нашей стране, приблизительных по счетам, несколько сотен тысяч. Силовики, чиновники, их семьи, конечно, но и приближенный дворцовый бизнес. Уже никто не верит в то, что говорят по БТ правда. Поэтому сегодня я вас призываю по-прежнему поддерживать независимых кандидатов. 15 человек сейчас хотят стать кандидатом в президенты. И среди них есть там около 5 спойлеров, мы их мало видим на улицах, но они говорят уже, что пособирали по 100 тысяч подписей. И, конечно, Черечень, другие спойлеры, они уже будут зарегистрированы. Малоизвестная женщина, которой вообще никто не видел и не знает, но она уже сказала, что она собрала 100 тысяч подписей, ее даже похвалил Александр Лукашенко. А на Виктора Бабарыку сегодня атака. Говорят, что якобы его поддерживает Москва, это деньги Газпрома. Я хочу сказать, даже если это так, это просто позор белорусских спецслужб, они всю свою сознательную такую жизнь работали против белорусской оппозиции, они делали провокации во время праймерис, когда мы выдвигали независимого кандидата в президенты, они постоянно действуют так, чтобы поссорить, разорвать, разъединить. Так вот, сегодня я хочу сказать, что все белорусы понимают, мы голосуем, мы поддерживаем не просто какого-то кандидата в президенты, мы голосуем за изменение действующей власти. Мы голосуем за то, что не хотим больше, чтобы Александр Лукашенко у этой власти оставался. Но многие задают вопрос, что же делать простым белорусам? Поставили подпись, а дальше? Огромная благодарность всем тем, кто поставил подпись за независимых кандидатов. Благодаря вашей поддержке, возможно, они действительно будут зарегистрированы, если власть не испугается окончательно, потому что власть боится. Агрессия, это обратная сторона страха. И агрессию они сегодня проявляют в отношении всех независимых кандидатов, членов их команд. Даже меня вызвали вчера в РУВД, якобы за административное правонарушение. Я собирал подпись в поддержку независимого кандидата Ольги Ковальковой. И даже не участвовал в митинге 7 июня на Комаровке. Но, очевидно, у них есть просто список людей, которые обязательно нужно там арестовать, посадить на сутки, репрессировать, запугать. И они сейчас это делают. Но от вас, граждане Республики Беларусь, зависит показать, что на самом деле это не только оппозиция, это не только лидеры в Минске, и не только кандидаты в президенты, но вся страна сегодня против и говорит: уходи, уходи с миром. Как известно, к сожалению, в нашей стране мало просто прийти и проголосовать. Важно не то, как голосуют люди, а то, как считают наши голоса. Так давайте зададим себе вопрос, почему всегда одни и те же люди, члены БРСМ, члены какой-то Белой Руси,
попадают в участковые комиссии и ведут подсчет голосов. А потом на видео мы видим только их филейные части сзади. Не имеем возможности посмотреть, как голосовали люди. У нас, в принципе, выборы не признает ни одна страна мира. А по законодательству Республики Беларусь любой человек может стать членом избирательной комиссии, даже вы, которые смотрите этот стрим. Что нужно? Нужно, чтобы вам было 18 лет и чтобы вы были зарегистрированы, прописаны на том участке, на котором собираетесь наблюдать. Вам достаточно собрать 10 подписей ваших соседей по подъезду, по дому, в вашу поддержку и занести это заявление о том, что вы хотите быть членом участковой комиссии. Здесь в описании этого видео стоит ссылка на Google форму. Если вам нужна помощь, вам нужна консультация, пожалуйста, заполните эту форму, напишите адрес вашей прописки, в каком городе вы собираетесь наблюдать, в каком городе вы хотите стать членом участковой комиссии, и мы вам вышлем на e-mail подробную инструкцию. Ну, на смс пришлем на мобильный телефон, который вы оставите, и вы сможете скачать образец заявления, подробную инструкцию, как стать членом участковой комиссии. 10 подписей ваших соседей, которых вы знаете, которые знают и доверяют вам, и вы по закону можете стать членом участковой комиссии Республики Беларусь и считать наши голоса. Я вас призываю, давайте сделаем, ну это совсем немного на самом деле, давайте вот попробуем и попробуем сделать так, чтобы посчитали голоса честно. Ну, победит Александр Лукашенко. Я думаю, вы честные люди скажете, да, победил. Но если это будет не так, то, конечно, вы посчитаете голоса правильно, и у нас будет в этом году в нашей стране новый президент. Если вам откажут в регистрации в качестве члена участковой комиссии, то также мы поможем вам обжаловать это в суде и будем бороться вместе. Я думаю, что сейчас должны сотни, тысячи людей, десятки тысяч, возможно, простых граждан Республики Беларусь подать заявление в членов участковых комиссий, чтобы мы посмотрели, позволит ли нам туда пройти, позволит ли в принципе, Лидия Ярмошина, весь этот избирательный штаб, действительно гражданам, независимым гражданам, не членам Беларуси, не членам БРСМ, но простым гражданам Республики Беларусь считать голоса. Давайте поддерживать наших кандидатов, на которых сегодня оказывается огромное давление. Давайте сделаем маленький шаг к нашей общей победе, к тому, чтобы изменить нашу страну, изменить к лучшему, изменить ради страны для жизни нас и наших детей. Оставайтесь с нами, заполняйте, пожалуйста, эту таблицу, перепощивайте, заполняйте свои заявки на участие в избирательных комиссиях, и мы обязательно вас поддержим. Будем вместе, и наша страна обязательно будет демократической, свободной и богатой.